Очередная рабочая поездка главы Башкортостана Ради Хабирова по Уфе. Руководитель региона отправляется в парк культуры и отдыха Кашкадан. Озеро Кашкадан расположено в Сипайлово, в Октябрьском районе столицы региона. В июне 2021 года на Кашкадане полным ходом идут работы по благоустройству. В 2020 году на водоеме спустили воду, дно очистили от мусора. Затем переложили канализацию, навели порядок на берегах. Проект огромный, поэтапный. Так, вот это тут нормально все. Вот, это где поплыло? Выполнено в 2017 году еще. У нас есть дефектовки, мы будем исправлять все эти недочеты, которые возникли. Там сняли, Радфайдич, кусочек сняли, там бетонное основание очень качественное. Так что если поменять, это нельзя переложить. Вот видите, эти трещины, это, если это снять, вот это уже механические воздействия. Там основание очень шикарное. Вот вырезку то есть снять и нормально? Только верхнее, да. Если положить, переложить, то только верхнее. Вот это безобразие. Вот, ну вот вообще единый стиль дорожки, вот эти, тут совсем не смотрится. Здесь изначально же проект проектировался для проведения ФИФА, создавался, да, и можно было провести большие спортивные мероприятия, проводить. Поэтому в проекте была заложена вот эта площадь, на которой можно было бы ставить трибуны и смотреть как бы на вот соревнования, как финишируют там спортсмены и прочее. Ух ты, водичка. Анализы не брали? Взяли, отдали ответы, ждем. Но чистая, очень чистая вода. Я говорю, эту воду, по идее, сегодня пить можно будет. Лебеди прилетели. 3 штуки. Ребята фоткали. 3 да? лебеди белых, да, прилетели. Вот думали, все, хороший знак. Там движение пошло у вас? Работа? Тут вот проектное решение только-только выдавали. Начинаем работать. Тут мы 4 месяца практически ничего не делали. Вот только сваи, 712 сваи установили. 2 КНСки установили. Протяженности 800 метров. Напорка 400 без напорка. То есть 3-ю КНСку сейчас соединим. И у нас выход к Жуковке. ГМБ уже все стоит. И заполнение уже свайных полей делаем. Уже дали вертикальку. Вот уже готово. И начинаем приступать к благоустройству. Остается вот это все посчитать и вот уже выйти на чистую. Мы хотели, конечно, к 11 октября сдать. Сейчас проектировщиков и замы по строительству переселяю сюда до тех пор, пока вот мы не наберем обороты, отсюда не уедут. Пойдем водичку посмотрим. Здесь вот у нас труба, откуда подкачка идет водоканала. Вон головастики жили. Рыбка вон там была. Но вода-то чистая. Вот такие вообще рыбки. Чистая Вон вода. чистая вода какая. Ради Фаевич, а вода-то прозрачная. Абсолютно. Я же говорю, здесь, по идее, после всех мероприятий, вот так, по идее, ее пить можно будет. Потому что почистили, глиняный замок, никаких стоков сюда. Она сама сейчас самоочищается. Это обыкновенное вот лесное озеро получается. А рыбы? Ну, уже есть. рыба есть. Нет, я образно говорю, пить ее, конечно, не надо, но то, что здесь можно будет спокойно купать детей, с детьми купаться, это точно. А когда, Ради Фаевич? А когда сделаем? А когда сделаем? Ну, вот от них зависит. А вообще я срок ставил 11 октября 2021 года. 2021 года. Но День Республики, мы бы все главы сюда приехали и порадовались. Я не знаю, успеют, нет. Это реально? Ну, очень постараться надо. Понятно, спасибо. А сейчас глубина какая? Самая максимальная? Самая максимальная у нас вот в этом месте порядка 6 до 6 доходит. Отлично, От отлично. 1,5 идет до 6. Она не прогревается. Вот это самая глубокая часть. Здесь будут рыбы как раз, потому что она не будет промерзать зимой и будет обеспечивать вот приток холодной воды, чтобы... А вот вода поступает отсюда, да, вот получается? Подкачиваете И отсюда? подкачка, и Мы откачка. оставим возможность подкачки, да? ведь? Это обязательно, Ради Фаевич. Уровень должен держаться на... Ну, пойдемте все-таки пройдем. Вон утки.
Соответственно, тут, где глубокая часть, будет зарыбление и пирсы рыбака для рыбалки. А, здесь вот Здесь, будет, да? ну вот они, сваи уже вбиты. Как раз с этим расчетом. Рафич, а что здесь вообще планируется? Ну, здесь мы вводим, скажем так, в деловую активность, в отдых заднюю часть, которая, по сути, была отхожим местом. И Это вот это, которое граничит с частным вот сектором? задняя, да, граница. Мы там полностью провели канализование, поэтому все стоки, которые грязные идут, сейчас они в канализацию уходят. То есть сюда ничего грязи не попадает. Вот. Потом там будет деревянный декинг, там будут места выхода на террасу. Это то, что маленькие Ивановские пруды. Тут. Красногорский. Да. Уже Там камыши начинают. были? Они? Малыши. Да, все, да, вижу. Ага. Ну тут скоро все это живность заселит. Если утки есть, значит рыба будет. Икру принесут. Утки То плавают. есть уже вот пляж. А вот эти елки когда посадили? Это 2 года назад в рамках «Зеленой Надо Башкирии» сажать и сажать. 400 деревьев тут уже высажено. Еще сажать надо. И еще будем сажать. А вот это тоже ведь вам надо облагородить. Обязательно. Понятие «лучший парк» это предполагает, мелочей нет. Вот поэтому мы не знали, что за ними находится, поэтому когда убрали, увидели. Сейчас вычищаем, будем повыше поднимать, потому что вот, ну, как шаг за шагом видим, что происходит. И вот в одном из таких вот склонов хотим сделать амфитеатр, чтобы можно было подниматься и любоваться. А вот здесь вот все-таки что будет? Она так и будет или что? Вот это вот. Уровень воды будет поднят. Вот где мужик стоит, вот до этого. серьезно? До этого Да, уровня. вода будет доходить. Вот Покажите, такой где резкий вот уровень воды склон. будет. Ну, вот до мужчины. Вот на этом месте Покажи, пожалуйста, покажи уровень воды. проектная отметка воды. И вот по ту сторону пляж, а здесь, чтобы избегать купания, здесь будет... Ральф, вода будет здесь. Здесь будет, Ральф, вот отсюда, вот отсюда будет камень. А, камень. Камень будет, красивый камень для того, чтобы он... Серый, да, он или какой? Нет, габионные вот такие. А, с габионные кусками, вот. Да, кусками камень. А, вот. И мы будем стараться держать уровень воды именно по этому. Понятно. Чтобы Ага. у нас- То есть сразу кромка гибион. Совершенно верно, потому что вот этот вот настил, который будет сделан, он должен иметь... Просто камни. Ну, камни, понятно, навалом. Ага. Поэтому сегодня у нас вот эти отметки, они уже именно под воду сделаны. А вот эта дорога, она как, Асфальтовая. ну, вы как будете ее Поделена скрывать или фрезеровать? Сверху уже. Она нормальная, да? Да, конечно, это же хорошее основание. И у нас, Ральф Ильич, вот с этого асфальта будут заходить деревянные дорожки на эти пирсы. А, вот, и заходит. на Да, пирс. вот они будут плавные заходить. будут. Ну, не везде, вот как кусками, потому что протяженность большая достаточно. Соответственно, вот это первая зона, так называемый причал рыбака, где Здесь рыбалка возможно. Да? рыбалка, домики для уточек, кормление уточек. Это где вот? Которые? Это... Вот мы здесь. Вот она. Вот он такой. Вот такая будет, ага. Вот мы тут, собственно говоря, стоим, да. Ага. То есть консоль над водой. И такая зона под деревом, где отдыхать можно, наблюдать за теми, как рыбачат. Это же тоже важный процесс. Здесь пока справа профиль узкий, просто склон, который мы будем засаживать травой и кустами. А дальше профиль становится шире, и там будет еще одна прогулочная дорожка. Видите, где-то надо закрывать деревья. Где-то закрывать деревья. Да, где-то наоборот можно открыть. Будем. Это вот уже вы... Основание для беседок этих. Сейчас конкретно. И отсюда здесь вот шире уже, да, и смотрите, здесь будет уже прогулочная дорожка. Вот там. Ну, то есть мы максимально стараемся парк расширить, расчистили этот склон, чтобы... Дорожка будет уходить в тень, там будут стоять скамеечки, тенистая терраса будет. Хорошо, когда вот это закрытие эти... Да, Надо здесь плотная засаживать зелень. плотно прямо эти. Ну, мы вот от сорняка сейчас прочистили, от вот клена, И да, посадки надо. и будем уже высаживать, да, более благородные. Рафич, а вода прозрачная. Здесь вот источник воды какой? Не искусственная же вода? Мы под системой подаем, но здесь очень много родников, которые тоже подпитывают. И природа такая была.
Она чистая, потому что мы полностью чаши вычистили. Мы год потратили на то, чтобы вычистить чаши. Спасибо. Вот смотри, как красиво-то, да? Да. Соответственно, вот следующий пирс уже. Здесь будет максимально близкий доступ к воде организован. Вот уровень воды максимальный. То есть можно будет сесть, ножки свесить. Ну, опять-таки, домики для уточек тут. Такого рекреационного плана. А уже в тени небольшой амфитеатр, тоже зона отдыха. Вот эти камыши, вот как на озере Кабан высаживали. Вот вы занимаетесь этой У историей? нас отдельно, да, отдельно дендролог готовит этот раздел. Это вот видно сваи, вбитые спуски декинга. Ну, чтобы мобильная группа могли с колясками, там можно было спуститься к пирсу. Вот здесь вот особенно видно, как открывается такой красивый склон. Мы его еще уберем, Да, почистить, почистить. И он прям такой... прям засыпать травой, газонную траву. Это все прям это надо газон. Да, может быть, где-то террасами сделаем, чтобы... Ну или терраса, да. Потому что, ну или газон. Да. Ну, на это надо будет потратиться, но это будет совсем другая То есть, эстетика. ну, задача поставлена сделать лучше, и поэтому должны быть такие островки. Это оттуда большой поток воды. Это у нас такая, да, сухая речка. Оттуда по оврагу сходит и И сразу уходит сюда. в ливневку сразу. В ливневку очищается. Здесь у нас идет дорожка, именно такая тихая зона, где мамочки с колясками могут гулять. Мы именно так разбили, чтобы они могли отдыхать здесь. Спорт у нас получается там шум, там как бы активности. А вот у нас волейбол на песке там, да? Там волейбол на У песке. нас есть пляжные виды спорта, еще отдельная площадка, мы до нее дойдем. Городки, ну то есть то, что пляжный волейбол. И там все-таки, Рафаэль, там необходимо сделать раздевалки, необходимо сделать душ и так далее. И это все у нас будет рядом с пляжем. Туалеты, рукомойники. А тут вода есть, нет? Водопровода нету, наверное, да? По вашему указанию мы вот туда стационарные туалеты, туда подводим и канализацию и воду. А здесь один туалет предполагается? Один, но да, значит 2, 4, 5 Там же есть туалет. И Нет, здесь это точно туалет. туалеты, конечно. Туалеты будут везде здесь. маломобильные и двое. 2 девочек, 2 мальчика. Спасибо. С этими площадками я согласна с вами, что нужно думать еще про какую-то активность. Но сейчас вот мы их откроем, засеем, посмотрим, как парк живет. А это вот здесь вот что у вас такое? КНС, А, вот КНС-ка, да? все, что мы ловим. Ага. А где примыкание к канализации? Мы весь периметр Весь охватываем периметр, и и она- выводим туда, и на Жукова перебрасываем в коллектор. Уже ГМБ сделано, только врезка в Жуково не сделана. Уже проект готов, то есть все готово уже. Вся ливневая канализация. Видно, почти что 2 столько работы, километра. а не видно. Это вот, по сути, те трубы, которые с частного сектора здесь вот они. Вот вся грязь, которая стекала, да, Мы сейчас да. охватываем здесь и отправляем на коллектор Жукова. Природу спасли фактически. Озеро. Мы озеро сохранили, да. Но если белые лебеди сюда. Белые лебеди, насколько я знаю, не чистую воду любят. В грязной воде их не бывает. И вот здесь были заросли, опять-таки, их разгребли. Вон какая площадка. Появилась площадка. Здесь сейчас вот мы ставим эллинги, прокат катеров. С пляжа можно будет дойти сюда. А вот кто-нибудь не хочет взять и построить здесь какой-нибудь детский коворкинг или вот что-то такое? Рафаэль, мы сейчас специально освободили эту территорию для того, чтобы сделать такие легкие какие-то спортивные активности, да? Когда они заработают, мы увидим потребность, Рафаэль, всегда можно будет поставить любое здесь здание интересное. Почему здесь сделали? Потому что вот здесь вот, Рафаэль, начинается у нас пляж. Вот в этой зоне у нас прокат лодок. Здесь сажать туалет. А, Вот, нет, вы в центре не сажайте, тут такая площадка, тут... подальше, конечно. да. Вот, Рафаэль. И здесь получается как раз зона, где люди ходят в плавках, люди ходят там в такие спортивные, да? Ну, пляжные. Там пляжные. Вот это Пляжные всё виды пляж. спорта, волейбол, Здесь у нас городки. лодки, здесь у нас волейбол, там городки, я не знаю, питанка и так далее. А потом вот для того, чтобы тебе перейти уже в другую зону, тебе надо одеться. И ты, а там уже там другие совсем виды Там уже активности. более набережная. Здесь пляж, а там набережная. Вид активности. И мы хотели вот именно разделить, чтобы вот именно как-то вот, не пересекались разные группы.
Ну подумайте, вот эту надо заполнить, вот обязательно. Я бы собрал бизнесменов, сюда привел и сказал, вот посмотрите. И поговорил с ним на каких условиях. Ну, во-первых, что бы я бы здесь сделал? Может быть, сделать 2 хоккейные коробки. Всегда нужны, закрытые с раздевалкой зимой. Или здесь лыжную базу сделать, чтобы люди могли получать... Лыжный, да, А прокат лыжный как у нас раз. тут будет прокат, потому что летом это прокат лодок, а зимой это прокат Прокат коньков. Просто вот это все надо кому-то отдавать или, ну, или там спортшколу какую-то и корить здесь. Мы так и сделаем, так и сделаем. Сейчас у нас задача выгрести все это было, площадочки сделать. Мы будем уже смотреть, как он живет, на что запрос есть. Раиса Ильич, и мы открыли парк для улицы Бигбая. Вот это вот сделали переход, вот широкую сделали тротуар, да, там, и он выходит на улицу Бигбая. И то есть люди оттуда могут идти, да? Совершенно верно. Прям Здорово. он был весь заросший, там была свалка. Сейчас все убрали, все вычистили, и я думаю, мы там благоустроим. Здорово, да, чтобы комфортно людям по освещенной дороге прийти. Совершенно верно. И вот здесь уже пологий пляж. А пляж вот это, да, вот. Но уровень воды поднимется еще раз. А пляж-то где будет? Вот здесь вот, да? Вот же, да. Пляжный песок завезли, порядка 30 сантиметров. Там, где утки, там будет пляж. Я не знаю, где размещаться. Ну, по сути, вот это все дно пляжа. Ой, какие маленькие. Вот отсюда и вот до центрального выступа, да? Это пляж. Да. Тут, Радик, еще думаем о том, что как в Москве, да, на ВДНХ или парке Горького сделали вот эти вот катки, которые вот по дорожкам идут, да, по кругу. И вот если нам здесь вот, а здесь ширина позволяет сделать узкую дорожку, например, где-то пошире, где-то поуже, и закольцевать ее. И тем самым и коньки будут, и жители сюда будут приходить именно получать такую вот интересную историю. А велодорожка здесь планируется? Обязательно. Здесь просто исторически. Без велодорожки никуда уже, да. Никакой парк у нас без велодорожки. Хорошо. Теперь уже велодорожка и для ходьбы, для бабушек. Скандинавской. Прогреваться будет быстро. Спуск, потому что пологий и безопасный. Уток-то сколько здесь? Это вообще, Да. Рыбы будет много. да? Да. Поэтому мы сделаем для них домики вот на той стороне. Да. Переселим их. Уровня воды практически до этого места доходит. А, вот здесь вот, да? И вот оно плавно, то есть дети Да, тоже да, спокойно будут купаться, у нас почти там 50. Но и здесь песок же будет, да? Вот, Да, чистый песок. Просто Игорь сейчас Алексеевич, смотрите, он уже камыш, трава уже растет, видите? Да. А, прогревается. А это зона пляжа получается, да? Это уже специально это вода. песок не везем, чтобы строительная работа выполнить потом, чтобы народ А это вот, это Канаиска Канаиска, да? подключен без насосной внутри пока. Ну, в принципе, вы инженерию сделали, вам сейчас, Да, вертикалка. да, самое сложное. Самое грязное и сложное дело. Сейчас вертикалку надо делать. Просто очень большой объем. У меня, пожалуйста, один вопрос. Наверное, он всех касается. Я дитя войны. Мне какие будут, компенсации? Ничего не будет? Нет, будет, там небольшая будет единовременная денежная выплата, осенью мы ее дадим. Она небольшая, Ну, я не в сумме. Я просто... она будет. Дальше вы имеете право на вне очереди в больницу. Нет, это мне не надо. Мне лучше что-то положительное. А это положительное сейчас. Хорошо, спасибо. Очень приятно с вами познакомиться было. Вы ровесник моего сына. Я говорю, вот один какой умный, какой, а кому что досталось. Будьте счастливы. И будьте счастливы. И нас, пожалуйста, берегите. Спасибо. Себя берегите, пожалуйста. Мы ваши бывшие. Помогли, болейте со мной. спасали, всяко. Конечно. Всяко ели камни. Я знаю. Ну вот всё. Поэтому мы удостоверение такое сделали. Вот мы уже начали вручать. Спасибо вам за озеро. Спасибо. Хорошо. Мы год потратили на это, но в этом году закончим. Здоровья вам Пожалуйста, большое. пожалуйста, берегите себя. Я берегу себя, На вы не долгие бережете. годы. Будьте здоровы. Все, свидания. спасибо. Чтобы обслуживали у меня. Молодец.
Следующий объект рабочей поездки Ради Хабирова по Уфе – парк Первомайский. Он расположен в Калининском районе, находится между улицами Орджоникидзе, машиностроителей и Черниковской. В 2019 году по поручению главы Башкортостана Ради Хабирова парк Первомайский начали реконструировать. И вот что в итоге получилось. Площадь готова, все тут. Вот я и не видел в полном таком. Но нормально получилось тут. Очень большая. Зимой тут очень большие мероприятия были. Ледовый городок очень большой, самый красивый. А вот это вот что закрыто? фонтан, А, это наверное. фонтан закрыли, да? Хорошо же получилось. Шикарно. Нормально, да? Очень востребован. Гуляние до 4 часов молодежь. Как Мекка стала. Ага. Вся Черниковка, все пацаны здесь. в Черниковке. На скейт-парке? Это добавили сидячие места, тут будет опять на стиле. вот это. Да, да, общие, потому что требуется, да. Сразу добавили. Скейт-парк тематический, дети катаются. С фишками освещения. Давайте фингер! Давай! Ужас вот с этой высоты. Пацаны, отойдите! Ты молодец, это лайн. 100%. Я один раз так сделаю, меня нужно собирать. И мы сейчас пойдем посмотрим. Да, площадь. И как раз вот туалеты там установили, эту аллею. Ну, А это куда? это вот задняя часть, там тоже будет такой сквер, как тут параллель, вот именно типовой такой, просто поуже. И выходим, через месяц общее заканчиваем. Это закончили, там туалеты установили. Вот, входные группы хотели бы, чтобы вы видели. Лицо парка. Пункт полиции запустили, можно подойти сейчас. Дежурство тоже пошло. То есть они здесь круглосуточно несут вахту, значит, Центр общественных безопасности и отдел полиции. Такие арт-объекты единичками, что там Первомайский такой. А вон полиция стоит. Да, здесь камеры тоже вывели туда, подключили. Wi-Fi есть. Вот это кафе, они все поменяют. Вот это вот такое будет, да. Все поменяют тематически под парк. Вот. Забор снимут, а вот этот металлический. И вот такие цветочные эти. Чтоб, Там будет, да? Да. Здравствуйте, Хамхат. А вон то, что такое? Город сделал для себя, для техники. То есть туалеты тоже запустили. То есть это будет у него для отстой техники маломобильной. То есть вот газонокосилки все туда будет загонять. Тут устанавливаем питьевой фонтан. Хотели бы, чтобы посмотреть вот с левой стороны. Да, вот, питьевой, ага. да, вот там. Здравствуйте. 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 Хамхат. Что? Цветет немножко, да? Это траву посадили. А, это сами Да, да. посадили? То есть, экологи сказали, чтобы рыба уже есть, чтобы кислород был насыщен. Здравствуйте. Это специально, да, биолог нам рекомендовал. Это специально сделали? Да. Очень много рыб. Рыбы много, да? Да. Это кислород дает им, и это поэтому вот посадили специально биосферу, чтобы соблюдали. Там питьевой фонтан. Вот там. Невеста фотографируется? Фотографируется. Это, наверное, сейчас с ЗАГСа все сюда идут, да? А ночью вообще красота. Вот это же у нас То есть это все подсвечено, то есть это вся аллея светится. А парк вы на ночь не закрываете или как? Нет. А, то есть 4 часов здесь живет парк. даже. Сегодня последнего отдыхающего проводили. Ну и полиция, да? Будние дни до 4000 посетителей, а выходные 10 000, праздники 15. Здравствуйте. 3-4 тысячи. Вот это вечернее такое посещение. А на 9 мая здесь вот 15 тысяч у нас было.
То Ну, есть, кто гуляет, и гуляет. да, наверное, да. концертная программа тоже сейчас работает. Субботу-воскресенье здесь идет вот, А вот эти собачники пользуются? Вот эти? слово, Да? все забито. То есть у Наверное, нас целое это и- сообщество здесь. Это, я, честно говоря, тоже думал, что где-то как-то переборщили, нет, в точку все это делается. А где питьевой это? И вот тут, вот где народ работает, там с ковром, камнем, очень красивые 3 штуки. А и можно пить, да? Да, вот к праздникам к 11 да, подключаем. Фильтр ставится в люк, они на 1 сезон хватает, то есть там порядка 10 тысяч. Датчик вставляем, с 10 утра до 10 вечера работает. Бесплатно будет здесь. Рафич, так вы хотели, чтобы было? Так. Именно так хотел. Чтобы людно, чтобы семьями? Трудно, и чтобы вот все было. Все было. Вон 2 собачьи зоны. Безопасно, чтобы было. Очень культурные люди. Если что-то сломалось, сами делают, сами поправляют, за собачками ухаживают. Молодцы. Мы сейчас выйдем на администрацию. Возле администрации тоже идет ремонт. Здравствуйте. Главное, что здесь уже людей много, что уже обжито. Но пока это вот так комплексно, лучший парк, да? Башкирия, наверное, это лучший парк. Вот. Ну, потому что все вместе, тут все есть, и, конечно... И жители немножко другие, да? Радуются, улыбаются. Ну, Черниковке мало внимания раньше уделялось, поэтому они очень благодарны. А ЗАГС же вот... Да, вот оттуда по граниту, подаркам. Сейчас у нас там дворы, Рафич, по программе «Башкирские дороги», вот это все дворы ремонтируются параллельно. Там серьезный объем, 10 тысяч квадратных метров практически. Черниковка расцветает. Очень хорошие дворы будут. Сейчас вот они уже полностью подготовку провели, готовят под укладку асфальта. Это вот администрация, да? Потихоньку. А вот это вот как Это сейчас асфальт делаем, вот последние штрихи буквально. День-два и настил осталось вот на габионе делать. Это тоже будет парк, Рафич. Мы себе вот здесь вот частичку сделали, входную группу, а остальное, по сути дела, значит, это тоже будет парковая зона. Потому что молодежь здесь все равно отдыхала, значит, и будет отдыхать. А вот здесь вот газон будет, да, просто? здесь газон. И здесь вот... Часы соберут, вот Горделенхоз сказал, часы красивые, большие, цветочные часы соберут. И вот общая весь зона парка. И там получается единый тротуар, который выходит на улицу машиностроителей. То есть он... Все поменяли. Аварийный заезд на администрацию. Ну все, тут можно ставить точку. Во всех входах, Рафаэльевич, вот эта единичка, вот как это лицо парка, да, чтобы народу да, вспоминают. Вот во всех местах уже установили, это большой, маленький такой единичка. Надо в Деме сделать. В Деме там есть парк, с которым надо работать. Занимаемся, начали проектировать. В этом году закончим проектирование. То есть в этом году проектирование, в следующем году сделаем. Ну вот, теплый у нас тоже, это Калининский район. И Норс уже район другой, не Черниковская. Да, Там теплое. нет ни одной прогулочной зоны, там мы тоже сейчас проектировать начнем. Теплое начали же, мы же... За это лето наша задача запроектировать, из экспертизы выйти. Как раз ребята освободятся. Хорошо, тогда все на сегодня. Да, Рафич?